Населяя земли эти, мечтали жить в блаженстве и тепле. Крым – лучшее пристанище на свете, чудесный край для дома на земле, маяк, зажженный в непроглядной мгле. Великий просветитель Исмаил Гаспринский в свое время назвал каждый народ, проживающий в Крыму, прекрасным цветком. Мы же собираем красивый букет под названием «Соцветие культур». И уже сегодня готовы познакомить вас с удивительным народом – крымскими немцами. Немцы начали переселяться в Крым еще в конце XVIII века, чтобы служить в органах власти и на флоте. По словам историков, немцы были специалистами в военном деле и в медицине. Их опыт был полезен для местного населения. Более массовое заселение пришлось на начало XIX века. Тогда и началось освоение немцами свободных земель на полуострове. Сами они приняли для себя такое решение в связи с тем, что в Германии была разорена многими войнами, которые были в конце XVIII века, плюс религиозные преследования, на что в России обещалась свобода вероисповедания, а также занятия сельским хозяйством. Большинство немцев жили в селах, занимаясь земледелием и животноводством. В городе иммигранты в основном занимали руководящие должности. Одним из главных подтверждений заселения немцев в далеком XVIII веке являются памятники культуры, которые сохранились на территории полуострова до сегодняшнего дня. На территории Крыма сохранилось очень много памятников архитектуры, скульптуры, связанные либо с немцами, либо сделаны немецкими руками. В Степном Крыму сохранились здания кирх, здания учебных заведений, дома. Существуют целые улицы и даже поселки, к счастью, сохранились. В Симферополе тесно переплетаются культуры, эпохи, цивилизации. И все это очень гармонично сочетается. Здесь на каждой улице можно увидеть памятники различных культур. Один из старых немецких домов расположен в самом центре города. В городе Симферополе одно из сохранившихся зданий – это сегодня дом ЗАГСа. Ранее принадлежал он известной фамилии Шнейдеров. Собственно говоря, они оставили здесь след на Пушкина во многих зданиях. Это дом офицеров. В начале Пушкина дом, принадлежавший Иосифу Францевичу Шнейдеру. Ну а здесь жил Франц Францевич Шнейдер. Он был потомственным гражданином города Симферополя. Очень много делал для развития города, развития Таврической губернии, являясь депутатом губернского земского собрания, Симферопольского уездного земства. Находимся возле здания, это был до революции детский приют и графини Адельберг. Он построен по инициативе жены губернатора Адельберга. Предназначен был для детей, которые остались без родительской опеки, дети-сироты, подброшенные дети. На улице Гоголя, один из известных домов, есть дом, принадлежавший семейству Кеслеров. Это семейство переселяется в Российскую империю в начале XIX века. Это было два брата. Один стал выдающимся ученым и многие годы был ректором Санкт-Петербургского университета. Другой брат дослужился до генерала царской армии. После экскурсии по столице Крыма мы отправились в немецкое поселение, чтобы ближе познакомиться с культурой этого народа. Село Кольчугино, расположенное недалеко от Симферополя, является колонией крымских немцев, поселившихся здесь в 1811 году. Новые поселенцы дали своей деревушке название Краненталь, что в переводе с немецкого языка означает «долина королей». Ее основателями стали швабы-виноделы. На территории села по сей день сохранились исторические, религиозные и культурные памятники. На территории Краненталя сохранились две церкви – католическая кирха и лютеранский храм, построенные в 1868 году. Каждое воскресенье здесь собираются местные жители для того, чтобы провести богослужение.
Одно из старейших зданий немецкого поселения – сельская больница. Как рассказывают местные жители, построили ее в 1891 году, благодаря усилиям врача Марии Шлей-Люстих. В районную больницу за медицинской помощью съезжались из всех ближайших сел. И по сей день здесь обслуживаются жители Кольчугинского сельского поселения. Работает поликлиника и грязелечебница. Есть и своя скорая помощь. Та педантичность, которая характерна для немцев, она отразилась и в нашей больнице, потому что столь качественного строения, наверное, трудно себе представить в наше время. Даже в зимние холода стены так согревают обстановку в больнице, что вспоминаешь добрым словом тех людей, которые в 1892 году сдали в эксплуатацию нашу больницу. Сейчас мы направляемся к немецкому кладбищу, которое было основано в начале XIX века. Старое кладбище функционирует по сей день. Кладбище располагается в западной части села. Захоронения представляют собой могилы с надгробными плитами и крестами. Все надписи выполнены готическим шрифтом. По надгробным камням можно определить и социальный статус человека. Вот этот, например, изготовленный из гранита, установлен на могиле владельца местного кирпичного завода и помещика Фридриха Фишера. А вот надгробные камни обычных селян изготовлены из известняка. Для местных немцев и тех, кто приезжает в Кольчугино из Германии, каждый камень, каждый дом – часть их крымской истории. В целом, на сегодняшний день в Кольчугино сохранились все постройки, возведенные в начале прошлого века и ранее. Это и вышеупомянутые храмы, и жилые дома немцев, больница и старое немецкое кладбище. Не удивляйтесь, в Крыму нередко можно услышать песни на немецком языке. Известный на полуострове вокальный ансамбль «Singende Herzen» на каждой репетиции оттачивает мастерство участников. Вот так вот мы и начинаем нашу работу, наши репетиции ансамбля «Singende Herzen» немецкой автономии. Ансамбль начал свою деятельность в 90-е годы прошлого века. Инициатором создания коллектива стала немка по происхождению Валентина Леппинг. Ее идею поддержали местные немцы, неравнодушные к своей культуре и творчеству. И они вот собирались, ну не только пели, они собирались там в своем кругу, обсуждали свои проблемы, вопросы там немецкой культуры, традиций немецких. Вот. И, естественно, пели. Позже к ансамблю присоединились и представители других национальностей. Его нынешний руководитель Николай Александрович признается, немецкая культура близка ему по духу. Вот уже около 20 лет он не расстается с родным коллективом и не устает говорить, что немецкая народная музыка уникальна по-своему. Объясняет это музыкальными терминами. Отличается от, скажем, украинской или русской тем, что вся музыка немецкая написана в мажоре. Это очень важно и характерно для немецкой музыки. Даже грустные песни, они все равно в мажоре. Это отличается тем, что она маршевая, такая характерная вот, музыка и такая вот живая, энергичная. Настоящей гордостью крымских немцев является ансамбль песни и танца «Singende Herzen». Участники ансамбля достойно представляют немецкую культуру на различных городских и республиканских конкурсах. За это отдельное спасибо нужно сказать студентам-энтузиастам.
Кристина Кушнир около 10 лет поет в немецком ансамбле. Говорит, пришла сюда из-за любви к творчеству и тяги к иностранным языкам. Именно в тот период я начала изучать немецкий язык для того, чтобы понимать, о чем я пою, и передавать характер тех песен, которые я исполняю. Мне лично захотелось исполнить на немецком и доказать, что немецкие песни – это народные, эстрадные, не менее мелодичные. Десятки грамот, дипломов, призов. Все эти награды за сохранение и развитие немецкой культуры в Крыму. Но все же главным вознаграждением является признание и искренняя благодарность зрителя. Участники ансамбля убеждены, музыка – это жизненный заряд, который вдохновляет на новые свершения. Именно в фольклоре эмоции, переживания и чувства крымских немцев перекликаются с историей других народов Крыма. На сегодня мы с вами прощаемся, но уже сейчас готовим новый выпуск программы «Соцветия культур». Auf Wiedersehen! До новых встреч!